В эфире программа «Новости». В студии Василий Радченко. Здравствуйте. И коротко о главных темах выпуска. Более 600 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в России за минувшие сутки. Дистанционное обучение в школах Якутии начнется с 6 апреля. Вместе с ними онлайн-программу пройдут и студенты СУЗов, а также вузов региона. Детеныш белых медведей Колымана и Ломоносова впервые вышел из берлоги. За событием зрители могли наблюдать через онлайн-трансляцию. Владимир Солодов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края. В связи с заявлением бывшего руководителя региона Владимира Илюхина о досрочном прекращении полномочий, президент России принял его отставку по собственному желанию и назначил бывшего премьер-министра Якутии Владимира Солодова временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность избранного лица. Правительственный сайт stopcoronavirus.rf обновил последнюю информацию по эпидемиологической ситуации в России. 601 новый случай заражения коронавирусом выявлен в стране за минувшие сутки. 4 человека скончались, выздоровели 46. Первый случай смерти пациента зафиксировали в Приморском крае. Умерший 52-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Всего в стране на данный момент зафиксировано 4149 случаев заболевания COVID-19, из них 34 с летальным исходом. Удалось вылечить 281 человека. Главы регионов получат дополнительные полномочия по определению мер борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом президент Владимир Путин заявил накануне в ходе обращения к россиянам. Он отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в разных регионах, даже в их отдельных муниципалитетах, складывается по-разному. Поэтому где-то, по словам российского лидера, должна соблюдаться более жесткая ограничительная мера, а где-то при сохранении высокого уровня готовности сейчас достаточно локальных, точечных решений. В этой связи с субъектом и главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территории как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры. Какие учреждения и организации должны приостановить свою деятельность, а какие могут ее продолжить при строгом обеспечении безопасности граждан. Добавлю, что, как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, медицинские учреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости, все службы жизнеобеспечения. В том случае, если возникнет необходимость дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, а также для образовательных, научных организаций, то регионы будут обязаны согласовывать такое решение с федеральным правительством. На выплату зарплаты и поддержку занятости населения направят 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Их выделят для льготного кредитования на неотложные нужды малым и средним предприятиям. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на онлайн-заседании правительства в Москве. Кроме того, премьер поручил оперативно до конца этой недели утвердить правительственные акты, связанные с борьбой против пандемии. Мишустин сообщил и о подписании постановления, сокращающего сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала с 1 месяца до 10 рабочих дней. Также правительство рассмотрит вопрос о выделении 242 миллионов рублей волонтерским организациям, которые занимаются предоставлением помощи пожилым и нуждающимся людям. Упрощает процедуру получения материнского капитала. Бюджетных средств мы компенсируем кредитным организациям снижение доходов по кредитам, которые были выданы на неотложные нужды малым и средним предприятиям, наиболее пострадавших отраслей. Но в первую очередь на выплаты зарплат для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, выставочного бизнеса, общепита, физкультуры и спорта, дополнительного образования и бытовых услуг. На эти цели мы направим 2,6 миллиарда рублей.
Какую еще поддержку окажет государство предприятиям, подвергшимся негативному влиянию? Председатель Государственного комитета занятости Якутии Степан Москвитин осветил этот вопрос в интервью нашему телеканалу. Он напомнил, что глава региона подписал указ о мерах поддержки устойчивого развития экономики и социальной стабильности в республике. В нем большое внимание уделено занятости работников на предприятиях. Работников направят, вынужденные отпуска по вине, по этой ситуации, если работники будут находиться в простое. Здесь мы предусматриваем комплекс мероприятий, таких как временная занятость, суть которого заключается в том, чтобы помочь работодателю в выплате заработной платы в размере минимального размера оплаты труда. Такие мероприятия, как если, допустим, работодатель принимает на работу работника, уволенного из другой организации, тоже такое мероприятие существует. Здесь мы тоже помогаем. Дистанционное обучение в школах Якутии начнется с 6 апреля. Об этом в своем твиттер написал глава региона Айсен Николаев. Обучение онлайн коснется среднеобразовательных учреждений. Также с 6 апреля студенты вузов и СУЗов начнут учиться дистанционно. В Северо-Восточном федеральном университете сообщили, что уже вход в учебные корпуса ограничен. Доступ имеют лишь сотрудники, которые обеспечивают хозяйственную деятельность, безопасность, а также бесперебойную работу интернет-серверов. Теперь для обращения практически по любому вопросу, связанному с мерами по коронавирусу в Якутии, можно обратиться к системе 112. Как это будет работать, выяснял Сергей Михедов. За время появления COVID-19 в нашей республике у якутян начало возникать немало вопросов, связанных с этой инфекцией. Вводятся различные ограничительные меры. Одни учреждения прекратили работу, другие перешли на удаленный режим. Появился и волонтерский штаб для помощи людям в этот сложный период. По каким номерам звонить и где узнать нужную информацию? Теперь для обращений по коронавирусной инфекции COVID-19 вы можете звонить на номер 112. Начиная с сегодня, система экстренной помощи 112 берет на себя функцию своеобразного агрегатора вопросов по коронавирусу. Теперь, позвонив с любого телефона на короткий номер 112, вы сможете узнать все необходимое, связанное с COVID-19. Например, сообщить о нарушении режима запрета работы торговых точек, продажи алкоголя или попросить о помощи штаба волонтеров. Кроме того, система 112 продолжит принимать звонки для экстренной помощи и обрабатывать их. Во время поступления звонков мы принимаем вызова у заявителей, опрашиваем их, спрашиваем, что именно у них произошло. Создаем обращение, заполняем адрес в обязательном порядке. Вообще, сама по себе система 112 – это российский аналог американского единого номера 911 для вызова экстренных служб. Звонить можно с телефонного аппарата, неважно, мобильного или стационарного, даже с нулевым балансом. Главное, чтобы ловила сеть. Доступна эта система на всей территории Якутии. Более того, эта система интегрирована с порталом OneClick Якутия. Суть интеграции состоит в том, что ответы на поступившие вызовы будут отслеживаться через портал OneClick Якутия, на котором они будут переданы ответственным службам, органам местного самоуправления, органам государственной власти, их подведомственным учреждениям, управляющим компаниям. Пользователи смогут отслеживать статус выполненной заявки на портале OneClick Якутия. Таким образом, если вы хотите получить любую информацию или помощь, связанную с мерами по COVID-19, теперь смело набирайте 112. Вашу заявку примут и передадут в соответствующую инстанцию. Запомнить этот номер очень легко, как и простое правило – оставаться дома и не выходить без особой необходимости. Сергей Михедов, Григорий Николаев, Якутск. Власти Магаданской области планируют закрыть автосообщение с Якутией по федеральной трассе Колыма. О такой мере предотвращения распространения коронавирусной инфекции сообщил сегодня губернатор региона Сергей Носов. Ранее первый случай заражения в Магаданской области официально подтвердила лаборатория «Вектор». В Якутии же ситуация более сложная. Выявлено 15 случаев заболевания COVID-19. Проработанный совместно с МВД документ подготовят в ближайшее время. Губернатор уточнил, что завоз грузов из Якутии при этом прекращать не планируют. Также в Магаданскую область через соседний регион смогут вернуться люди с местной пропиской.
Как сообщали ранее, в Якутской клинической больнице на лечении от коронавируса продолжают оставаться 11 человек. О их состоянии на вечер сегодняшнего дня нам рассказала заместитель главврача учреждения Нургуяна Владимирова. Сегодня, 3 апреля 2020 года, на 17 часов в инфекционном стационаре Якутской республиканской клинической больницы по-прежнему находятся 11 пациентов с диагнозом коронавирусной инфекции. Им проводится весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Второй этап санобработки многоквартирного жилого фонда проходит в Якутске. Администрация города сообщила, что по состоянию на 2 апреля дезинфекция проведена во всех домах. Она включает ежедневную обработку хлорсодержащими препаратами контактных поверхностей в подъездах, включает дверные ручки, поручни, кнопки лифтов, почтовые ящики. Что касается влажной уборки, она должна проводиться дважды в неделю. На сегодня ее провели в 390 домах из 570, то есть в 67% жилого сектора. Каждая управляющая компания ТСЖ работает по специальному графику уборки, составленному за неделю. Большие штрафы грозят магазинам за необоснованное завышение цен. Мониторинг затрагивает продукты первой необходимости, а также овощи и фрукты. Наш корреспондент Юрий Осипов продолжит тему. Ежедневно сотрудники территориальных управ Якутска проводят мониторинг цен в магазинах. Сегодня мы посетили строительный округ. По официальным данным, здесь 632 предприятия, из которых сейчас работает 134. На территории округа много торговых объектов, много продуктовых магазинов, которые работают. И ежедневно с ними мы удаленно работаем тоже. И требования, какие должны быть санитарные нормы, спрашиваем, сколько человек работает, какие документы имеют. Такие проверки проводились и раньше. Но если до введения режима повышенной готовности они проходили раз в неделю, то теперь их проводят ежедневно. В первую очередь проверяются цены на товары первой необходимости. Однако список из 34 социально значимых продуктов питания, овощей и фруктов может быть расширен за счет продуктов, на которые отмечается необоснованный рост цен. Товары именно продуктовые туда входят именно для первой необходимости, которые у нас люди потребляют. У нас в продуктовых магазинах мы там обязательно проверяем на повышение цен, имеются или нет. На первой необходимость сюда что входит у нас? Хлеб, соль, говядина, тушенка, рис, соль, вермишель. И когда мы выявляем ежедневно, мы по нашему округу мы не выявили ни единого, получается, повышения цен. В ходе рейда с работниками управы строительного округа мы посетили несколько магазинов. Нигде не было зафиксировано завышение. В одном из них нам сообщили, что напротив снизили цены на некоторые товары. У нас пошло на сливочное масло, на растительное масло, на макаронные изделия и крупы, рис, гречка, пшено. Это которые первые необходимые продукты, да, в основном, получается? А на хлебочные изделия у вас тоже идет повышение? Да. При выявлении нарушения данные направляются в Госкомцен. При подтверждении необоснованной цены предприниматель может поплатиться рублем. Административный штраф на граждан предусмотрен в размере до 5000 рублей, на должностных лиц до 50 тысяч или дисквалификацию на срок до 3 лет, на юридических лиц в двукратном размере излишней полученной выручки от реализации товара. Сообщить о факте необоснованного завышения могут и сами граждане. Если вы увидели подобное нарушение, то можете обратиться по телефону горячей линии Госкомцен Якутии 50 80 26. Юрий Осипов, Григорий Николаев, Якутск. Детеныш белых медведей Колымана и Ломоносова впервые вышел из своей берлоги. Зоопарк Артадайду провел онлайн-трансляцию события в Инстаграм и Ютуб. По словам специалистов зоопарка, медвежонок очень шустрый и активный. Его вес почти 18 килограммов. Он будет жить в якутском зоопарке до года и даже дольше, пока не определится его дальнейшая судьба. Кроме того, зоопарк Артадайду в ближайшее время объявит конкурс на имя медвежонка. А к этому часу пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.